Сегодня пишущие братья страны отмечают профессиональный праздник День российской печати. Журналисты, корреспонденты, редакторы и представители других профессий, причастных к выпуску печатных СМИ. В нашей республике первая газета появилась в далеком 1918-м. Это была «Зырянская жизнь». Евгения Кладкевич расскажет больше об истории печатной периодики в Коми. Печатную периодику российский читатель держит в руках уже 318 лет. Первая газета «Ведомости» вышла в 1703 году. В Коми эстафету подхватили позже, в начале 20 века. Первопроходцем стала «Зырянская жизнь». Чуть позже появились комиязычная газета «Югытуй» и «За новый север». К слову, последняя с недавнего времени герой нового проекта «Как это было» на нашем телеканале. В преддверии столетия республики сотрудники нацбиблиотеки достали из архива самые первые выпуски издания. В программе мы можем увидеть, о чем писали 70, а то и 80 лет назад. Первый детский спектакль. Из текста мы узнаем, что товарищ Никитина поставила пьесу «Рыжик» о гражданской войне. И почти весь актерский коллектив – дети, учащиеся школ города. Премьера произвела настоящий фурор. Особое внимание уделялось социальной сфере. Так, в номере на 37-й год на одной из страниц раскрыли тайну нового белоснежного здания в столице. Появилась заметка, что на улице Республиканской, ныне это улица Орджоникидзе, появился новый, белоснежный, красивый двухэтажный дом. Далее цитата. «Это детские ясли номер 5, где будут воспитываться 65 малышей от 2 месяцев до 4 лет». Чуть позже, уже в середине 20 века, в Коми начинает развиваться региональная пресса. Свою газету тогда выпускали почти в каждом районе. Тогда, к слову, в Коми появились и первые местные корпункты. Журналисты работали даже в самых маленьких деревнях, посылая в редакцию сводки последних новостей. Такая схема в районной периодике действует и по сей день. У всех редакциях есть нештатные авторы, которые живут на местах и пишут о жизни сел, людей и так далее, о мероприятиях, которые проводят, скажем, ветераны очень активные. У нас таких нештатных авторов порядка 30 человек. Почти в каждом населенном пункте есть кто пишет в газету. Огромной популярностью сегодня пользуются электронные СМИ. Опытные журналисты же, чья карьера становилась в советские годы, уверены, несмотря на эру высоких технологий, печатная продукция не потеряет своей значимости еще минимум 10, а то и 15 лет. Для пожилого и среднего поколения им нужно подышать краской, чтобы газета шелестела, подержать ее в руках. Вот это еще, вот эти рефлексы еще надолго останутся. Там, где вот у нас любой вот Ижмук, Огородок, Обьячево, взять районный центр, там же они печатаются еще вот на бумаге. Но если, конечно, электронный формат, пожалуйста, заходи на сайт редакции и читай. И они и не выписывают, допустим. От этого падают потом тиражи. Но, тем не менее, вот Кагородская газета тиражом порядка 1000 экземпляров еще выходит на небольшой район. Периодика в Коми выходит как для взрослых, так и для детей. Сегодня в республике официально зарегистрировано 68 печатных изданий. Интересно, что небольшая часть из них – инициатива молодежных организаций. Студенты и школьники на базе образовательных учреждений выпускают собственные экземпляры. И если вы давно не читали новости именно с бумажных страниц, скорее сделайте это, и лучше всего сегодня, в день, когда печатная периодика отмечает свой очередной день рождения. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган, Сыктывкар.